Здравствуйте, Марк. Приветствую. Или ты уже не адвокат, тебя же лишили уже. Но от этого ты не стал менее активным политическим человеком, но в том числе защищает Романа Сущенко, как общественный защитник, журналист Романа Сущенко защищает Марк Фейгин. А еще Марк знаменит, кроме всего прочего, тем, что он вел и ведет большую войну с этим кремлевским блогером, видеоблогером Шарием, и знает, как работает YouTube вот с такими, так сказать, политическими делами. Вот расскажи нам все, что ты знаешь о том, почему в YouTube настолько широко распространяются пророссийские думки, да, и настолько зажимаются. Вот у Андрея Полтава, у него там уже 7 аккаунтов, прежде всего банят, не банят и так далее. Вот что ты знаешь про вот это YouTube, работу с русскоязычным вот этим сегментом? Ну, если говорить на YouTube, мне кажется, это в большей степени касается Фейсбука во многом. Надо сказать, что русскоязычный его сегмент не случайно абсолютно контролируем Кремлем. Прямо конкретно Кремлем. Ну, можно говорить о том, что штаб-квартира YouTube, вот мне ее видно из окна, это гостиница «Балчук». Она находится прямо рядом с Кремлем. И весь став YouTube, да, об этом говорили многие, Камикадзе Ди, известный блогер, Саша Сотник и так далее, специально исследовали как раз проблему, скорее вот алгоритмическую, значит, как происходит контроль за политическим сегментом YouTube, и вполне себе доказали то, что, значит, оппозиционные блогеры банятся, а, так сказать, прокремлевские почему-то получают, значит, массовую поддержку. Фактически через видео, выведение в топы, значит, через лайки и так далее. Почему это происходит? Два способа давления. Не говоря уже о целых фабриках, боте-фермах. Это там Пригожинская, ряд других. У Рыкова такая же есть. Некого такого из газеты «Взгляд», бывшего депутата. Дело в том, что Роскомнадзор является важным элементом давления на американские, я подчеркиваю, американские социальные сети. Я лично встречался в свое время в Вашингтоне с вице-президентом Твиттера Корвеллом, да, это было года 2,5 назад, еще в период защиты Савченко, и разговаривал с ним об этой проблеме. И он спрашивал меня, это его была инициатива встретиться при помощи Кенноновского института, как мне защититься, как Твиттеру защититься от требования в соответствии с российским законодательством от предоставления личных данных, персональных данных, то есть перенос серверов в Россию со всем этим массивом данных, значит, которого требует закон, принятый и контроль за которым возможен на Роскомнадзоре. Ну, тогда я дал ряд юридических советов, но это не значит, что проблема снялась. Та же самая проблема у Гугла с YouTube, да, YouTube принадлежит Гуглу, штаб-квартира в Вашингтоне, помимо, значит, собственно, западного побережья. То же самое происходит с Facebook. Фактически это договоренность между Кремлем и руководством этих компаний о том, что в русскоязычный сегмент они не лезут. Он отдан на откуп российским, подконтрольными России, значит, соответствующим стафом, значит, русскоязычным стафом. Естественно, вы же видите, умудряются контролировать чуть ли не общественное мнение в Америке, чем серьезно занято в англоязычном сегменте американской администрации. Если вы видите, там даже дела возбуждают на Пригожина и лиц, которые инициировали дискуссии в период выборов Трампа, значит, к ним предъявили обвинения. Это ряд лиц, которые на английском пишущих лиц из боте-фермы Пригожина. Вот таким же вниманием русскоязычный сегмент полностью обделен. То есть отдано на откуп. Я думаю, это некий договор чисто финансовый о том, что мы платим вам деньги, но вы не лезете в эту огромную, почти 300-миллионную аудиторию русского, значит, что YouTube, что Facebook и так далее. И получается, что американские социальные сети, русскоязычный сегмент контролируется самим Кремлем. Именно из-за этой материальной договоренности. Марк, вот буквально вчера, когда я всю эту информацию переваривал, анализировал и так далее, у меня родилась такая гипотеза, я хочу, чтобы ты ее прокомментировал. Какое-то время назад, год или полгода, мы слышали очень много разговоров о том, и Роскомнадзор, так извините, наезжал на YouTube, на Facebook с требованием поставить серверы в России и давать личные данные. И были угрозы
закрыть. Не дадите – закроем. Не выполните – закроем. То есть закон как бы железно такой. Действительно должны были закрыть и Facebook, и YouTube. И вдруг эти разговоры пропадают. Я не вижу ни одного заявления Роскомнадзора относительно Facebook и YouTube. И в то же самое время осуществляется зачистка блогосферы от проукраинских и антироссийских блогеров как там, так и там. То есть это игра в одни ворота. Да? А с другой стороны жертв нет как бы совсем, с стороны российской пропаганды. Как бы ты это прокомментировал? Действительно ли такое молчание Роскомнадзора – это обмен на лояльность этих двух социальных сетей, скажем так? Ну, я выражу свою точку зрения, я думаю, так оно и есть. Я думаю, так оно и есть. Инструмент, рычаг этого давления, значит, на эти социальные сети – это гигантские компании. Это не просто какая-то социальная сеть в интернете. Это многомиллиардные обороты, вы понимаете, и многосотмиллионные прибыли. Я повторяю, даже на пространстве 1/8 части суши, или там 1/6, там, если говорить о более широком русском сегменте, он же не только в России, он и в Украине, он и в бывших советских республиках, отчасти даже и в Европе, там, где есть русские общины значимые. И, конечно, я считаю, что это был рычаг давления, чтобы договориться с руководством этих компаний, чтобы им этот лакомый кусок остался. Это действительно гигантская аудитория. Вот. Я напомню, что есть firewall, значит, в Китае, где очень ограничены возможности того же Google, Facebook и так далее. Но даже и там Google работает. И там договаривается с Китаем, понимаете? А что уж говорить с Москвой? Москва куда более либеральный с их точки зрения партнер. И я думаю, что, конечно, договоренность негласная заключается в том, что мы не закрываем, не требуем от вас перевести эти сервера в Москву, но вы предоставляете нам полную возможность контроля за русскоязычным сегментом социальных сетей, ну, в частности, Facebook и Google. С Твиттером там чуть более сложно, потому что у них нет русского стаффа в Москве, но там тоже есть какие-то понятийные договоренности, но он по-другому работает, Твиттер, конечно. Там правила более либеральные, скажем так. И совсем короткое уточнение. А став русскоязычный Фейсбука где сидит? Вот насколько твоя информация, раз ты в эту тему вдавался. Где? В Москве тоже сидит. Тоже, да? Да.